В эфире новости расскажем о главных событиях к этому часу. В студии ведущий Василий Радченко. Здравствуйте. С момента начала пандемии 5 человек заразились коронавирусом в Якутском водоканале. Какие приняты меры? Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании. Завтра в Якутии пройдут онлайн-мероприятия, посвященные последнему звонку. В Якутском водоканале выявлено 5 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. 4 в одном из производственных подразделений, 1 из числа руководства предприятия. Случилось это не одномоментно, а в разное время. Все выявленные случаи связаны с внутрисемейными контактами, которые установлены, локализованы и взяты под медицинское наблюдение. Проведена полная дезинфекция производственных помещений, ремонтно-механического цеха, где были выявлены заболевшие. Предприятие работает в штатном режиме. Также сообщается, что работники обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Ограничено взаимодействие между сотрудниками разных структурных подразделений. Полностью закрыт доступ посторонним на комплекс водозаборных сооружений и станцию биологической очистки стоков. В акционерном обществе «Водоканал» выявлены 5 человек, носителей COVID-19. Эту инфекцию, как выяснилось, они принесли извне. Все контакты определены, поэтому моим приказом от четверга, потому что первый заболевший был выявлен в четверг, ремонтно-механический цех полностью отстранен от работы до появления результатов анализов всех остальных лиц, которые контактировали с этими работниками. Также один работник из числа 5, это из руководящего состава, заместитель генерального директора. У него тоже вся семья показала положительный анализ на ковид. К слову, надо сказать, все наши совещания проводились в режиме видеоконференц-связи, поэтому прямых контактов с другими работниками у него не было. Все соблюдали меры предосторожности. У всех работников есть маски, перчатки, дезинфицирующие средства. Рабочие места периодически у нас дезинфицируются, так как мы понимаем, что предприятие это, которое подает воду городу Якутску. Тут, к слову, хотелось бы сказать, что через воду COVID-19 не передается. Ситуация по распространению COVID-19 на территории Намского района остается напряженной. На сегодня в районе всего 45 подтвержденных случаев новой инфекции. За последние сутки 1 случай в селе Намцы и 1 в селе Искра. Напомню, указом главы в селе Салбан действует карантин, объявленный после обнаружения первых 5 больных и 147 контактов. В селе Хангор-Бие Салбанского наслега 39 больных новой инфекцией. В настоящее время там развернут медицинский пункт в здании детского сада. Работает бригада врачей. Всего отобрано 228 анализов. На вертолете 7 рейсами вывезено 13 больных. Все группы риска старше 60 лет и инвалиды. До вчерашнего дня связь была только вертолетами санитарной авиации. На сегодняшний день, по решению оперативного штаба республики, Сахатранснефтегаз выделил нам танкетку. Танкетка прибыла и поехала на первый рейс. Повезла сегодня хлеб, продукты. Население Намского УСа собирает материальную помощь населению села Салбанцы. И эта помощь тоже постоянно отправляется в населенный пункт. Все наши большие учреждения, предприятия, личное хозяйство, физические лица, все стараются помочь этой большой беде, нашей общей беде. А в Чурапчинском районе выявлен первый случай заражения COVID-19. Он диагностирован у демобилизованного солдата. Об этом сообщил Республиканский оперативный штаб. Первый заболевший вернулся из армии из другого региона. 1 мая был помещен в обсерватор в городе Якутске. Через 2 недели после повторных отрицательных анализов его оттуда выписали. 4 дня молодой человек находился в Якутске, в Чурапчу приехал 19 мая. В родном районе он еще раз сдал анализы, они оказались положительными. Сейчас он получает лечение в инфекционном стационаре.
При установлении контактов 10 человек были помещены в обсерватор. Среди них есть люди, которые приехали вместе с ним из Якутска наземным транспортом. Граждане, которые перевозили пассажиров межрайонным такси, несмотря на введение ограничений, будут привлечены к ответственности. Правоохранительные органы проводят проверку. В столице республики резко увеличилось количество зарегистрированных случаев заразившихся COVID-19. В связи с этим глава региона Айсен Николаев объявил об ужесточении мер, призванных противостоять распространению болезни. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. За прошедшие сутки в Якутии зарегистрировано 100 новых случаев заболевания COVID-19. По словам главы республики Айсена Николаева, стабильно напряженная эпидемиологическая обстановка резко усложнилась. В первую очередь это касается именно столицы региона. Всплеск заболеваемости связан с потеплением, после которого на улицах стало заметно оживленнее. Вместе с тем, сложившаяся ситуация обнажила огрехи в работе городского оперативного штаба по работе с противодействием коронавирусной инфекции. Увеличение количества контактов, а также недостаточная обработка общественных пространств дали свои печальные плоды. Если совсем недавно по городу Якутск у нас было по 30-35 заболевших в сутки, вчера у нас 47 и сегодня 75 новых случаев коронавирусной инфекции, которые выявлены за последний день. Причем это как раз большинство внутрисемейные очаги, распространение от ранее заболевших. И есть еще ряд лиц, которые, источник по заражению которым непонятен. Это говорит о том, что после 12 мая и после резкого потепления на прошлой неделе у нас большинство жителей почему-то решило, что режим самоограничения уже для них не писан. И вот как и подтверждают и наши наблюдения, и как сообщает оперативный штаб города, резко увеличилось количество поездок на общественном транспорте, очень много молодежи на общественных пространствах, по площади Победы, например, в частности по вечерам. В результате этого, еще раз говорю, у нас резко выросло количество заболевших по городу Якутску. Во-вторых, у нас резко выросло количество заболевших детей. У нас сегодня около 176 детей, заболевших коронавирусной инфекцией. Это уже почти 16% от общего числа инфицированных за все время. В связи с этим глава Якутии Айсен Николаев объявил об усилении ограничительных мер в Якутске. Так, в магазины не будут допускаться покупатели без масок. Кроме этого, в помещении одного магазина на одного человека должно приходиться не менее 4 квадратных метров. Остальные покупатели должны будут ждать на улице. Мы осматриваем торговые объекты и объекты общепита на предмет нарушения правил режима повышенной готовности. Так, на сегодняшний день нами осмотрено 679 объектов. Из них выявлено нарушений 342. Из них 226 случаях мы провели профилактические беседы и составили 116 актов и направили по подведомственности другие органы. Усиление мер касается и общественного транспорта. Отмечается, что в последние дни в автобусах стало в разы больше пассажиров, и не все из них соблюдают правила эпидемиологической безопасности. Уже ведется инструктаж среди водителей наших, чтобы в автобус, заходя человек без маски в автобус, вежливо просил его выходить с автобуса, либо он не будет с остановки трогаться. Если же будут какие-то конфликты возникать, будут вызывать полицию. Сегодня индекс самоизоляции в Якутске остановился на отметке 2. По пятибалльной шкале это означает, что на улице очень много людей. Потому усиливается и контроль за соблюдением мер со стороны органов внутренних дел. В частности, это касается наложения административных штрафов за нарушение масочного режима и режима самоизоляции. Здесь тоже мы фиксируем до 30% нарушения теми лицами, которые должны режим самоизоляции строго соблюдать. Друзья, надо понимать, что, еще раз говорю, несоблюдение этих достаточно простых на самом деле мер приводит к тому, что заболеваемость по Якутску идет вверх. Соответственно, показатели и по республике идут вверх так, по заболеваемости, по коэффициентам инфицированности. И, соответственно, о снятии мер ограничения мы в ближайшее время, по крайней мере, по городу Якутску говорить вообще не можем. Потому что ни одно из тех требований, которые должно быть соблюдаться для снятия режима карантина, даже первого этапа по городу Якутску, кроме одного, который связан с количеством тестов на 100 тысяч населения, никакой другой не соблюдается. Даже просто выйдя на улицу, можно увидеть большое количество праздно прогуливающихся горожан.
Также сегодня открылся городской парк. Его тут же заполонили. И хотя при входе висит табличка, что вход без масок запрещен, на посетителей это не производит никакого эффекта. На вопросы об отсутствии масок ответы у всех разные. Однако объединяет всех уверенность, что вирус их коснуться не может. Маска не защищает. Маска полезна только для тех, кто болен коронавирусом. Бесполезна. Она полезна только тем, кто болеет. Понимаете, на улице маски не нужны. На улице вирусы не распространяются. Я отдыхаю сегодня. На камеру не надо снимать. А почему без Не потому. Между тем, люди старше 65 лет все еще относятся к группе риска, поэтому им необходимо оставаться на самоизоляции до конца мая. Подобная человеческая безответственность и халатное отношение к обеспечению безопасности со стороны городского оперштаба аукнулось мгновенно. Как результат, резкий скачок заболеваемости. Как противовес этим негативным факторам усиление мер и ответственное отношение оставшейся половины горожан, которая продолжает соблюдать режим самоизоляции. Отметим, что снятие режима самоизоляции будет зависеть от эпидситуации, которая продолжает оставаться сложной. Вирус может быть на каждом шагу, в том числе и на общественных местах, считая детские площадки. Юрий Осипов, Сарглана Неустроева, Владимир Павлов, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Во многом росту заболеваемости способствовало игнорирование гражданами мер предосторожности и режима самоизоляции. Нужно понимать, что от болезни не застрахован никто, даже дети. Сарглана Неустроева с подробностями. Всего по республике 170 больных детей, а на сегодня в стенах детской инфекционной больницы города Якутска насчитывается порядка 30 детей, зараженных коронавирусной инфекцией. Причем самому младшему из них всего 2 месяца. Как отмечают врачи, в большинстве случаев дети заражаются внутри семьи, не только от родителей, но и от родственников. В нашем стационаре дети поступают после проявления признаков ОРВИ. Коронавирус протекает, его начало, как обычное ОРВИ, то есть повышение температуры кратковременного до 37,5 до 39 иногда градусов. Соответственно, дети переносят более легко, чем взрослые, но у нас встречаются единичные случаи пневмонии, как осложнение новой коронавирусной инфекции. Но все-таки большинство из наших пациентов это либо внутрисемейные контакты, либо все-таки где-то болели родственники или знакомые. А тем временем люди продолжают гулять по городу, надеясь на случай. Тут же вдруг выясняется, что якобы прививка БЦЖ способна спасти от заражения. При этом научного обоснования данной мысли нет и не было, но люди продолжают верить в то, что им выгодно. Некоторые же предпочитают и вовсе не верить в болезнь. Дело у некоторых протекает оно малосимптомно, то есть некоторые могут на ногах перенести, а у других эта инфекция протекает очень тяжело. У нас лежат пациенты с тяжелейшими пневмониями, можно сказать, да, потому что раньше таких пневмоний мы не наблюдали. Даже лежа в палате, дыша на кислороде, люди многие не верят, они переспрашивают по несколько раз, действительно ли у меня ковид-инфекция, хотя у них положительные результаты есть. Если у человека положительный результат один раз выставляется, значит инфекция подтвержденная считается. Вычислить то, от кого именно заразился человек на сегодняшний день, уже практически невозможно. Разносчиком инфекции может оказаться буквально каждый человек в магазине, на улице и даже дома. Болезнь, причем очень коварна. Симптоматика почти не отличается от обычного ОРВИ, но последствия такого заражения куда более страшные. Сделали КТ, и КТ показало, что у меня заболеваемость. Мне сразу это положили. Я очень себя плохо чувствовал, очень плохо. Я на грани был жизни и смерти, можно сказать так. И очень тяжелый был. Я сейчас себя очень плохо чувствую. Но спасибо врачам, что меня вытащили с того света. Я что хочу сказать. Всех хочу предупредить, всех граждане Якутска. Смотрите за собой, контролируйте. Только по последним данным в республике заражено 1171 человек. Ежедневно диагноз подтверждается более чем у 100. Только по Якутску накануне было свыше 40 больных, а сегодня уже у 76 человек подтвердили диагноз. Прибавьте к таким цифрам безудержное желание граждан погулять и сходить в гости. И вот уже картина становится по-настоящему пугающей. Сарглана Неустроева, Якутск.
Дезинфекция улиц и объектов на открытом воздухе продолжается в столице. Она проводится раз в 3 дня. Обрабатываются как сами площади, так и скамейки, урны и тротуары. Дезинфекция проводится в вечернее время. Для обработки используют безвредный для людей раствор хлора. Происходит дезинфекция площадей раствором гипохлорид натрия. Всего запланировано 13 дорог и 6 площадей. Общей площадью около 400 тысяч метров квадратных. Всего задействовано 5 единиц техники, 4 у нас ездят по улицам, и вот 5-я машина, они вот по площадям вручную, скамейки, урны, тротуары. Владимир Путин подписал закон, позволяющий голосовать на выборах дистанционно и по почте. Помимо этого, документ дает возможность проводить сбор подписей избирателей с помощью портала Госуслуги. Закон устанавливает обязанность комиссии, проводящей выборы или референдум, утвердить образец заполнения подписного листа. При проставлении подписи и даты ее внесения избиратель сам добавляет в него свои фамилия, имя, отчество. По словам соавтора поправки Дмитрия Вяткина, внесение изменений не затронут всероссийское голосование по поправкам в основной закон страны. Онлайн-мероприятия, посвященные последнему звонку, пройдут в Якутии завтра, 25 мая. Исключением станут северные и арктические районы, в которых не выявлено случаев коронавирусной инфекции, а также населенные пункты, не имеющие круглогодичного автотранспортного сообщения. Так мероприятия пройдут в традиционной очной форме. В этот же день будут транслироваться поздравления для остальных, также тематические выпуски передач на каналах НВК «Саха», радио «Ты-Тим» для выпускников школ. А также будет запущен челлендж с хэштегом «Последний звонок Якутия», где любой желающий может выложить короткое видео поздравления выпускникам с окончанием школы в социальной сети Instagram. Последняя четверть для многих проходила также в дистанционном формате. Как школьники и учителя адаптировались к онлайн-занятиям и как будут выставляться годовые оценки, узнаем у Александра Хавренко. Наш урок подходит к концу. У вас есть вопросы по данной теме? Последняя четверть нынешнего учебного года для школьников прошла не за партами, а за домашними компьютерами. Впервые в современной истории уроки проводились в режиме онлайн, и благодаря современным технологиям весь запланированный материал был пройден, и особых затруднений ни ученики, ни учителя не испытали. Благодаря тому, что начало дистанционного обучения пришлось на каникулярное время, мы в кратчайшие сроки до встречи с нашими учащимися смогли опробировать онлайн-конференции на площадках Zoom и Discord. А что касается образовательных платформ, то они давно и успешно нами внедряются. Поэтому основные трудности для меня, как для учителя, были связаны с отсутствием живого общения с моими учениками и выстраиванием обратной связи. Но, несмотря на то, что учебный год удалось завершить согласно учебного плана, выпускники 9 классов в этом году освобождаются от сдачи государственной итоговой аттестации. Мы говорили об изменениях государственной итоговой аттестации. Основной государственный экзамен, который ранее проводился после 9 класса, в этом году отменен. Выпускникам 9 классов в аттестаты будут выставлены оценки по итогу текущего года. По единому государственному экзамену вчера на совещании у президента страны озвучена дата начала единого государственного экзамена. Это 29 июня. По итогам 2020 года все выпускники 11 классов получают аттестаты о среднем образовании, при этом единый государственный экзамен в этом году можно не сдавать. ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов. Такое решение является исключением. Оно носит временный характер. Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия. Зачисление в вузы пройдет в августе, и для учеников школ, которые не смогут по какой-то причине сдать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях и начать учиться уже осенью, не теряя целый год. Айсен Николаев поздравил с Днем славянской письменности и культуры. По словам главы Якутии, этот праздник всегда будет знаменательным событием в жизни не только славян, но и всех народов Якутии, всей России.
Ведь наше единство скреплено многовековыми связями с уникальной славянской цивилизацией и обогащено ее глубокими духовными традициями. Благодаря азбуке, созданной Кириллом и Мефодием, сплотились славянские народы. Получила развитие многогранная культура. Стал великим язык, на котором сегодня говорят во многих уголках мира. Вот уже 4 столетия русский язык является языком общения жителей нашей многонациональной Якутии. На этом пока вся информация. Оставайтесь дома, а при необходимости выйти не забывайте надеть маски.